Всем здравствуйте. Меня зовут Нелли Арамовна Мещерякова. Можно просто Нелли. Я предпочитаю обращение по имени. Я преподаватель из открытой школы. Уже с 2016 года я в скорочтении и в мнемотехнике преподаю маленьким детям, преподаю школьникам, взрослым. Мои ученики от 4 лет до 50+. Работаю с разными людьми. По образованию я дошкольный педагог, училась в КФУ и сейчас доучиваюсь на психолога. Эта сфера мне очень интересна. И сфера педагогики, и сфера психологии, и сфера саморазвития. Я постаралась их объединить и рассказывать о них людям. Мне интересно познакомиться с вами. Я уже представилась, кто сидит передо мной, чтобы я понимала, как мне адаптировать свой материал. Расскажите, поднимите руки, кто учителя? Учителя. Так, замечательно. Начальная школа, поднимите руки, пожалуйста. Кто учителя начальных классов? Вижу. Так, дошкольники, поднимите руку. Воспитатели, коллеги мои, здравствуйте. Среднее звено или старшая школа? Угу, хорошо, замечательно. Так, кто остальные? Кто не поднял руки? Студенты, еще? У меня тоже студенты до 60+. Супер. Вы преподаватель, я правильно понимаю? Преподаватель английского языка. Угу. Замечательно. Друзья, вы все преподаете, я правильно понимаю? Будь то маленькие дети, будь то совсем взрослые, каждый ведет занятия. Я предлагаю вам подумать, какая вот есть у вас тема, неважно, у вас, будь то там татарский, английский или какие-то другие предметы, которые вы ведете, вспомните тему, которая вам сложно дается, или, может быть, она не так интересно подается, как хотелось бы. Или, может быть, она классная, полезная, но детям она плохо заходит. Подумайте об этой теме, как-то ее запишите себе, и мы попробуем с ней сегодня что-нибудь сделать. На примере. Если я учитель русского языка, и у меня трудности там, с именем существительным, не могу я вот так вот подать, что прям супер-пупер детям заходило. Рассказать могу, пожалуйста, а вот так, что прям вау-вау, не получается. И вот если у вас есть какая-то такая тема, у всех же, мне кажется, есть тема, которую трудно вот подать детям так, чтобы они ее взяли себе. Поднимите руку, кто меня понял, что я хочу от вас. Угу. А если больше как ментор? Больше как ментор? Да. По ходу дела поймете, как можно применить то, что я вам сегодня дам. Хорошо? Представьте себе эту тему, запишите, мы сегодня что-нибудь с ней сделаем. А теперь предлагаю немножко погрузиться в мир вашего опыта и то, что у вас хранится в голове. Самые драгоценные моменты, все самые приятные моменты, они хранятся у вас упакованы в виде историй. Если я вам попрошу вас, расскажите самый смешной случай или расскажите самый трогательный момент. Вы по-любому из своей фантазии, из своего опыта вытащите какую-то историю. 1, 2, 3, у вас их много. И в целом люди очень любят истории. Мало кто пищит от восторга, когда кто-то сообщает ему череду фактов. Люди любят историю, живую, интересную. И у каждого есть какая-то история, и причем очень много. И это какой-то ваш путь. А теперь представьте 2 людей. Вот у нас 2 человека. Один человек научился плавать, надел специальный костюм, поплыл в глубины, пучины моря, отыскал там раковину, достал ее, поднялся на берег, открыл ее. Что в раковине? Жемчужина. Представьте, вот он забрал себе эту жемчужину и хранит ее у себя. А теперь представьте другого человека. Пришел кто-то к нему и дает ему жемчуг. И говорит, это очень ценно. Ну, представьте, что мы ребенку так вот дали этот жемчуг. Он такой, да-да, прикольно переливается. И закатился куда-то под кровать, этот жемчуг. Сравните отношение 2 этих людей. Первого к жемчугу и второго. В чем разница? Кто как будет к нему относиться? Сам добыл. Вот кто сам добыл, как он относится к жемчугу? Более бережно. Угу. Бережно. Он понял всю вот эту, все потери, то есть он произвел, то есть он поплыл туда, то есть нашел, открыл, и вот он больше понимает ценность. Хотя мы все с вами понимаем, что жемчуг, ну, это
ценное, в общем-то, как его назвать, не минералом даже не знаю, как его назвать, но это что-то ценное. Как бы он ни добылся, он ценен. Но как относится тот, кому просто дали его? Вот на, цени, на, ты потом поймешь, как дорого он стоит. Как он к этому относится? Равнодушно. А почему? Это же ценный жемчуг, он денег стоит, мы же с вами знаем. Просто так дали. Просто так дали. Получается, что ценность, она не только в самом продукте, который человек получает, а еще в том, как он его получает. То есть, оказывается, сам процесс иногда важнее, важнее, он составляет существенную ценность от самого продукта. А теперь представьте, подумайте точнее, к кому мы относимся так же, как ко второму человеку. С кем мы так поступаем? Не позволяем ему самому нырнуть и поплыть, а просто даем. Кто это? Ребенок. Мы делаем так часто или редко, по-разному. Но честно, поднимите руки, кто просто давал, вместо того, чтобы позволить человеку самому дойти до этого. Поднимите руки. А почему мы так делаем, скажите? Проще. Конечно, так проще. Я-то поняла, что это ценно, а ты просто мне поверь. Кто любит верить на слово? Кто слушает родителей, которые говорят: учись на моих ошибках? Я вижу, что это не работает. Поэтому я хочу вас сегодня научить создавать такую историю, чтобы ребенок сам захотел выйти на этот путь, сам захотел достать свою жемчужинку, и чтобы он начал ее ценить. И мы это сделаем с помощью историй. Наше с вами сегодняшнее занятие называется «Сила историй». Как увлечь детей чем угодно с помощью сторителлинга. Причем не только детей, вообще кого угодно. Мы все любим истории. То есть ключевая тема наша сегодняшняя – это истории и сторителлинг. Кому знакомо слово сторителлинг? Кто слышал? Буквально пару рук я вижу, это новое направление. Оно существовало всегда, но обозначилось не так давно. Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа. И родом этот термин из маркетинга, разработан Дэвидом Армстронгом. Он руководитель компании, и он использовал важный такой психологический прием, что люди любят, когда много эмоций, люди любят, когда история запоминается, когда можно поставить себя на место персонажа. Людям не нравится, когда говорят, что питаться правильно – это полезно, важно спать 9 часов в день. Мы все это слышали 150 раз, но мало на кого влияют эти факты. Как вы думаете, сторителлинг, он недавно возник или все-таки когда-то был? Последний абзац вам в подсказку. Давно уже существовал, конечно. Как давно появились сказки, были? Когда это все? То есть все новое, хорошо забытое старое, люди испокон веков передавали ту или иную информацию с помощью сказаний, историй и так далее. Давайте посмотрим несколько ответвлений сторителлинга. Как я уже сказала, начиналось все из маркетинга. Еще в 2011 году у LinkedIn есть такой аналитический отчет на эту тему. Еще практически не было людей, кто занимался прям сторителлингом как специалист. Родоначальником всего этого была Coca-Cola. Как только она начала рассказывать, и продавать свой продукт с помощью историй, сторителлинг, взлетел наверх. Потому что чем отличается Coca-Cola от лимонада Буратино? Да, по сути, мало чем. Если смотреть на содержание, на эту жемчужину, это, лимонад. Coca-Cola, ребята, это миф. Большой, красивый миф. Все люди ждут предновогоднего этого настроения, этот праздник к нам приходит. Это больше, чем продукт. Это стиль, это может быть показание какого-то статуса, это какая-то приятная история, связанная с Новым годом и так далее. То есть это все красивая упаковка, которую может создать кто угодно. Окей, это маркетинг.
Публичные выступления. Поднимите руку, кто знает, что такое TED. TED, TEDx, TED Talk. Супер, вы понимаете, что там говорят об очень важных вещах. Лекарства от рака, какие-то импланты, может быть, новые технологии. Это все серьезные темы. Может быть, глобальное потепление. Но все укутано в историю. Человек не говорит какие-то факты, он рассказывает, как он это прожил, как он перешел из точки А в точку Б. Причем очень коротко, очень понятно и очень вдохновляюще. Ну и последнее, то, о чем мы поговорим сегодня с вами, это сторителлинг в образовании. Это тоже очень важно. И на самом деле дошкольные педагоги используют сторителлинг чаще, чем в школьной системе. Мы все знаем, что в детском саду это «Кто это к нам пришел?» А это наш новый герой. И все, потому что дети, они вообще не особо интересны, пока их не увлечешь, они на тебя не посмотрят. Но когда дети приходят в школу, часто что мы думаем? Ну все, вы уже взрослые, так что слушайте меня 40 минут не отрываясь, только попробуйте повернуться к соседу. Я ведь рассказываю очень интересные вещи, фонетический разбор слова, площадь квадрата и так далее. И мы удивляемся, почему у детей снижается мотивация, потому что способ подачи. Давайте посмотрим, какие есть виды педагогического сторителлинга. Классический. Это когда люди слушают, а я рассказываю красивую историю. Мы особо не взаимодействуем, но это все равно приятнее, чем подача сухих фактов. Активный. Активный – это наше с вами взаимодействие. Я не просто рассказываю историю, я веду диалог. И цифровой, я очень рада, что у нас есть телевизоры, это история, дополненная инфографикой, картинками, презентациями, чем угодно. У нас сейчас огромное количество инструментов, которые мы можем применять. И учитель – это уже не просто педагог, он и режиссер, он и дизайнер, он и сказитель и так далее, так далее, так далее. Учитель – это очень интересная профессия. Давайте мы посмотрим, из чего же состоит история, какой фундамент у любой истории. Готовы дальше идти? Хорошо. Фундамент любой истории – это герой. Почему важен герой? Как вы думаете, зачем нужно какое-то действующее лицо? Чтобы прожить. Связать. Как вы думаете, почему часто в сказках два героя и мальчик и девочка? Зачем это делается? Чтобы, чтобы всем рассказывать, не только мальчикам, но и девочкам. То есть, когда рассказывают девочкам, они что-то для себя брали, когда мальчикам расскажут, они что-то для себя брали. Очень верно вы сказали. Ребенок или вообще слушатель должен ассоциировать себя с персонажем. Поэтому очень удобно, когда есть и мальчик, и девочка, или человек, как бы на его пол не очень большой акцент. Человеку важно ассоциировать себя с героем, чтобы проживать эту историю вместе с ним. Вы же посмотрели, я думаю, много фильмов, прочитали много книг. То есть вы прожили не одну жизнь, какую вы живете сейчас, а сотни и даже тысячи других жизней благодаря чьим-то историям. Хорошо. Чтобы история стала объемной, нам нужно хорошо прорисовать место и контекст. То есть это среда, где разворачиваются события. Поэтому вначале, когда я рассказывала про нашего путешественника за жемчугом, это все важно описать. И нужно ориентироваться на опыт других людей. Если я расскажу очень маленьким детям что-то про жемчуг, они могут даже не знать, что такое жемчуг, где он берется. Важно оценивать и духовный уровень, и интеллектуальный уровень, и возраст нашего слушателя. Цель – это очень важно. Представляете, как обидно. Плыл ты долго-долго в пучины морские, открываешь раковину на песке, а там ничего. Красивая история, а для чего она сказана? Непонятно. Или как открываешь обертку, а конфеты там нет. Какой бы красивой она ни была, чувство досады ни с чем не сравнить. Самое важное в истории – это, конечно же, смысл, который вы хотите донести. И сюжет. Сюжет – это вот та динамика, то, что вас захватывает и не отпускает до самого конца.
И можете себе представить, с уроком такое тоже можно сделать. И разные сюжеты мы еще с вами разберем. А теперь рассмотрим структуру сюжета. Вы, наверное, знаете, как это работает. Сначала мы описываем, что происходит, в любой книге или фильме. Вас сводят в курс дела, потом обрисовывают проблему, потом начинаются какие-то трудности, которые достигают кульминации, и вы думаете, что с этим делать? И потом какое-то решение, спад, и люди делают выводы. В этом прелесть. Чем больше эмоций, для чего нам нужна кульминация? Чтобы вызвать эмоции, тем лучше. Можете себе обозначить вот это вот. Если смотреть, как это делают сценаристы, уже не те, кто просто рассказывают истории, а те, кто профессионально этим занимается. Вот этих структур может быть много разных, с какими-то подводными камнями. Но мы смотрим упрощенку с вами. Теперь давайте рассмотрим правила хорошей истории. Я вот прям захотела нажать на слайд, снова выкатить вам жемчужину и подумала, а зачем? Если вы сначала сами можете предположить. Запишите правила хорошей истории и давайте с вами поразмышляем. Будем думать. Какой должна быть история? Давайте поразмышляем. Хорошая. Рассказчик должен быть не просто монотонно что-то рассказывать, завлекать интонация, мимика, жесты. Хорошо. Как бы мы это обозначим? Избегаем монотонности или личность рассказчика? Или все-таки ораторские какие-то способности? Личность рассказчика, ораторские способности. Хорошо. Запишите, личность рассказчика имеет значение. История может быть самая классная, но ее подача может либо все испортить, либо все украсть. Мимика, как речь, интонирование, насколько там оратор наш все четко выговаривает. Дальше, что вы еще думаете? Правила хорошей истории. Что нужно сделать, чтобы история стала не просто обычной, а прям классной? Интересный сюжет. Давайте. Еще мы помним с вами, что история рассказывается не только ради истории, а ради того, чтобы донести какой-то смысл. Что это значит? Что важно в истории? Может, личное, то есть переживание рассказчика, этого опыта. То есть, допустим, если я буду рассказывать про своего друга, возможно, я не смогу так ярко описать его чувства. А если я буду рассказывать про себя, то есть как я пережил этот опыт, то, скорее всего, я смогу донести. Это очень классно. Вы подметили прям несколько пунктов. Говорить от себя, если есть такая возможность. Некоторые даже анекдоты, которые с вами не происходили, лучше рассказывать от первого лица. Вы, наверное, это знаете. Вот то же самое с историями. То есть рассказывать от себя. И вот там вот заметили про важность контента, важность содержания вашей истории. Это же самое ценное, то, что вы в итоге хотите донести. Ладно, приоткрою завесу тайны. Давайте посмотрим, что еще я для вас подобрала. Что еще важно? Вкусные конфеты и красивая обертка – это как раз-таки, чтобы и содержание было интересным, полезным, ценным, и подача была вкусной. Поэтому конфета вкусная должна быть в красивой обертке. Заголовки можно... Давайте подумаем, какие вы знаете темы уроков. Какую-нибудь назовите, которая вам предстоит. Любую тему урока. Что вам завтра вести, послезавтра, своим детям? Допустим, на классном часу обсуждаем тему честности. Честность. Вот у нас есть просто слово «честность». А как сделать заголовок более... Сейчас в современности есть такое слово «кликбейт». Кто-нибудь слышал, что это такое? Кликбейт – это цепляющий заголовок. То есть, если я скажу «сегодня тема занятия честность», это одно. Или 10 способов быть нечестным, но при этом не испытывать муки совести. И все такие так, что это у нас тут? То есть кликбейт – это громкий заголовок, который вас цепляет. Это газетные заголовки, потому что если газетный заголовок будет неинтересным, то и читать содержание не захочется. Поэтому занятие очень важно еще правильно озаглавить.
Какие еще есть примеры, кроме классного часа по честности? Кто хочет свой пример привести? Коллеги. Овощи. Овощи. Это детский сад. Школа. Так, а конкретнее, что с овощами? Какие овощи? Угу. Тему овощи. В огороде, например, текст надо читать. Там название овощей дается, например. Угу. То есть это прочитать текст, это литература, русский, что это за... Угу, литература. Друзья, давайте подумаем, как овощи интересно подать детям. Зачем детям читать про овощи? Ну, принести натуральные продукты, их интереснее видеть. Так, уже пошло творчество, хорошо. Вот. Ситуации в магазине, там, в гостях, за рубежом, что там едят, у нас что едят, в деревне что едят, и все. Да, можно вообще, даже если назовешь секреты овощей, ну вот одно слово добавил, секреты овощей, дети думают, это же картошка просто, где в ней секрет? Вот они захотели прийти да послушать, что это такое. Хорошо, избегать монотонности мы сказали, задавать вопросы. Очень важно задавать вопросы. Я вас первый раз вижу, и если я буду просто вещать, а может вы вообще не учителя передо мной сидите, а может быть вы вообще меня не слышите на том краю. Если не держать какой-то диалог, то эффективность очень падает. Хорошо. Репетировать и импровизировать. Смотрите, эти два пункта неспроста стоят рядом. Помните, кто-то сказал эту фразу, что лучшая импровизация – это хорошо заготовленная. Я не помню, кто автор, но это так, потому что человек, который ведет свое занятие или рассказывает свою историю, представляете, история живая, цепляющая, которую я читаю с листочка. Никто мне не поверит никогда. И даже если у вас есть план, какая-то шутка украсит ваше выступление. Уместная, конечно же. Сила личности мы сказали. Упрощение. Упрощение. Это тоже очень важно. Если есть возможность что-то упростить, упростите. Не мучайте других людей. Вы же знаете, что любые сложные вещи можно сказать простыми словами. По-моему, даже Эйнштейн говорил, что если ты не можешь объяснить любую сложную тему 8-летнему ребенку, значит, ты в ней не разбираешься. Все можно сказать простыми словами, если есть возможность, упрощайте. И это нужно для пункта номер 10 – забота о другом человеке. Чем проще я до вас донесу, тем приятнее вам. Я упростила сторителлинг, чтобы о вас позаботиться. Хорошо. Помните, я говорила, что мы разберем с вами структуру сюжета? Давайте этим займемся прямо сейчас. Это гора. Получается, похоже на предыдущий, но хэппи-энда здесь не последует. Здесь самая фишка в том, что человек терпит неудачу, но понимает, что путь был не зря. Мне понравился пример, я решила, вот тут вот картинка из «Золотой рыбки», потому что у них не было ничего изначально. Потом было все, а потом снова ничего. И как будто бы они вернулись в ту же самую точку, но они стали другими. И это самое важное в этой истории. Так часто рассказывают на всяких тедах про бизнесы, которые потерпели крушение, но бизнесмены что-то из этого извлекли. Не все истории заканчиваются хэппи-эндом, и это правда. Рамка. Давайте посмотрим. Это формат такой, как будто бы квеста. Есть какая-то канва для ваших историй, и в нее можно включать все, что угодно. Например, «1001 ночь», где вот этот дворец, он просто обрамляет все эти истории. Сейчас очень популярны такие вещи, как квесты или тематические занятия, где содержание обыкновенное, зато форма очень красивая. Дальше у нас Spark Lines. Это, как сказать, две параллельные прямые, как есть сейчас и как могло было быть. Концепция построена на контрасте. Обычно это делается в рекламе Фейри, как если бы вы помыли обычным средством, и если бы вы помыли Фейри. И там вот эти тарелки стоят. Вот это Spark Lines. Можно предлагать детям рассматривать разные варианты. Например, вот так я веду занятия, когда у меня есть презентация, и представьте, как бы я его вела, если бы презентации у меня не было. Вот вам две параллельные прямые, и вы сравниваете и делаете свои выводы. Следующее – это реверсия.
Если вы уже искушенный сценарист ваших уроков, можно попробовать это. Этот прием называется реверсивная драматургия, когда мы начинаем с конца. То есть, кто-нибудь знает, что такое спойлер? Спойлер именно в кино и в сериалах. Поднимите руки, чтобы я знала процент. Знаете, когда рассказали, кто кого убил в конце, кто в итоге преступник. И мы обычно ненавидим этих людей. По сути, реверсия начинается со спойлера. Мы рассказываем главную фишку всей истории, и в конце, и все оставшееся занятие мы объясняем, почему это произошло. Это нужно делать умело, но если вы справитесь с этим, то это будет очень здорово. И последняя техника – это фальстарт. Тоже очень любопытная. Прием начинается со скучной истории, а потом ни с того ни с сего все рушится, и начинается что-то интересное. И в следующий раз люди уже не знают, что от вас ждать. Представьте себе, если вы придете к вашим детям и начнете вести занятия так, как вы ведете обычно, а потом через 5 минут бац, и начинаете петь. И у них разрыв шаблона, и они больше не могут оторваться от вас до конца занятия, потому что они не знают, что от вас ожидать. Таким вот образом это происходит, выбирая технику. Для создания истории подумайте, какой формат лучше подходит вашей аудитории и вашей теме занятия. И помните, то, что я сказала, все эти техники – это только план. А уж каким содержанием вы его наполните, это уже может изменить все. Хорошо. Вопрос в зал. В чем преимущество сторителлинга? Она вообще надо? Есть какие-то плюсы, минусы? Какие у вас варианты? Подача информации. Угу. Используя разные наглядности, разные эмоции. Из своего опыта. Так, из вашего опыта. Какие еще варианты? В чем плюсы сторителлинга? Это вообще нужно в образовании? Или можно так же вести? Внимание детей не учитель может дать любую информацию, которую должна подать ребенку. Угу. То есть это отличный способ достижения своей цели. Так, качественный такой. Да. Хорошо. Еще какие есть версии? Как бы все связано. Например, бывают темы, которые сложно связать между собой, но они очень между собой связаны, поэтому сторителлинг может помочь в связанных каких-нибудь элементах в предмете, чтобы ребенок либо школьную тему, либо взаимосвязаны между собой. Супер. Вот то, что все связано, я с вами соглашусь, мы еще об этом будем говорить с вами. В чем еще плюсы? Насколько сторителлинг ценен для вас как педагогическая технология? Ну, лично для меня, я работаю с такими контингентами ребят, которые, иногда не задумываются над такими вопросами жизненными, да, но все же им нужно объяснить такие вещи. Вот. Но если мы работаем, допустим, с 20-летними людьми, они как бы уже прожили определенное количество времени, у них есть опыт, и они спокойно могут тебя понять с пару слов. Вот если помоложе ребят, там 13-14 лет, им очень хорошо заходит сторителлинг. Я на самом деле уже начал полгода назад это изучать. Вот, и это прям очень сильно им заходит. То есть они понимают, они это усваивают и начинают применять раньше, чем это нужно, и это им помогает очень сильно в жизни. Поэтому это очень здорово. Это очень хороший инструмент донесения информации для большего круга лиц. Я с вами соглашусь. Все абсолютно верно, потому что просто что-то говорить, особенно вот подросткам, что, ребята, нужно думать о будущем. Вы представляете, какое ощущение у подростков? Ты уже решил, кем ты станешь, оскомину набивает. А если рассказать просто свой опыт, и пускай он сам думает, что с этим делать, это совершенно другой эффект. И вы все правильно сказали, я с вами соглашусь. И смотрите, сторителлинг помогает развивать речь,
слушая вашу речь, а она у вас поставленная, красивая, как вы складываете слова там в предложение, слушая вашу речь, они развивают свою речь. У них развивается фантазия, креативность, воображение, мышление. Это очень здорово для детей. И сейчас я предлагаю вам попрактиковаться. Давайте возьмем те темы, которые вы написали в самом начале сегодня, и попробуем переупаковать их в сторителлинг. Давайте на примере. Кто хочет быть примером сегодня? Расскажите вашу тему, чтобы я вместе с вами составила ее в новом ключе. Кто может предложить свою тему? Подумайте, какой урок вам предстоит, который бы вы хотели сделать более интересным для детей. Назовите просто тему, и мы вместе с вами поразмышляем, как ее можно подать в духе сторителлинга. Вот, например, у вас. Фразеологизмы. Замечательно. Давайте попробуем. Вот, казалось бы, у нас тема фразеологизмы, что бы с ними такое поделать? Как бы нам подать так в режиме сторителлинга? Вспомним, какие у нас были сюжеты. Нам нужен какой-то главный герой, и можете быть вы. Так, расскажите вкратце, что вы рассказываете обычно, какая суть, чтобы я понимала, какая конфетка. Нужно учиться различать фразеологизмы и применять их в речи. Угу. Не обманула, посадил в колошу. Хорошо. Помогайте, чтобы у меня какое-то поле фантазии разыгралось. Там, спустя рукава, повесив нос. Угу. Хорошо. Шило в мешке не утаишь. Вопрос, а зачем детям вообще знать фразеологизмы? Да, то есть вы думаете, что фразеологизмы, они делают речь более живой, более интересной, более красочной? Да, зачем человеку красноречие? Это надо? Привлечь внимание еще для чего? Красноречие. Зачем человеку богатая, красивая, литературная речь? Надо оно вообще школьнику? Убеждать, уметь. Да, Угу. не случится с ним, например, чтобы он вырос воспитанным, хорошим человеком, а не иначе. Ну или фразеологизм нужно, чтобы сказать, что это коротко, объемно. Вот как громко небо. Угу. Как ком на голову. Чтобы точнее изложить свою мысль. У меня сразу рисуется несколько персонажей. Как бы я подала эту тему? Возможно, это ваши реально знакомые. Если вспомнить, по-любому у каждого есть знакомый, там, внучатый там, племянник, двоюродный дедушка, который постоянно говорит какими-то фразеологизмами. Есть такой у вас знакомый? У кого есть? Кто постоянно говорит какими-то странными фразочками. Вот и моя мама, она точно так же всегда говорит. Это очень хорошо. А вы можете какую-то историю с вашей мамой придумать, сочинить или вот реальную рассказать своим детям? Можете? Нет, не могу. А как помогает вообще фразеологизмы вашей маме? Но она просто их использует. А она более привлекательный оратор для других, чем любой другой человек. Ее любят слушать. Да. У нее какая-то профессия учительская или что-то подобное? А кем она работает? Просто работает. Так, и получается, что на фоне других ее как-то охотнее слушают. Это же можно рассказать как историю? Можно. Ну, давайте я попробую посочинять. Допустим, моя мама, представим себе, что моя мама работала всю жизнь на заводе. Ребята, да, у нас какой класс фразеологизма? Это какой класс? 6. Друзья, шестиклассники, вы знаете, что моя мама всю жизнь работала на заводе за станком. И больше всего она запомнилась своим коллегам своими фразочками. Она постоянно, это, знаете, такой ходячий фольклор, который говорила то, чего ты там, Иванов пришел, повесив нос, чего ты мне тут рассказываешь, зубы заговариваешь, шило в мешке не утаишь. И все время весь завод ее знал как самую словоохотливую, как самую большую рассказчицу. И вечерами ее коллеги собирались и после рабочего дня слушали, как она рассказывает истории из своей там молодости.
То есть я вот как-то вас вовлекаю. На самом деле я только что все это сочинила. И ребята как-то заинтересовались. Я не пришла и не сказала: ну, ребята, сегодня у нас 49-я тема. Мы снова проходим русский язык, и у нас фразеологизмы. Я начала с какой-то истории. И говорю, что, ребята, а вот повесив нос, что это такое? Это серьезно повесить нос? И потихонечку вовлекаю их во фразеологизмы. И потихонечку спрашиваю, что значит шило в мешке не утаишь? Что такое шило, как его утаить в мешке? И потом спрашиваю, а как называются эти выражения, которые использовала моя мама? И дети что отвечают? Что отвечают дети? Фразеологизмы. И мы уже начинаем потихонечку переходить к самой сути. Понимаете, о чем я говорю? А теперь возьмите вашу тему, которая у вас есть, и попробуйте, я вам дам буквально 3 минуты, что-то подобное сочинить. Попробуйте хотя бы набросать, как бы вы по-другому подали свою тему. 3 минуты у вас есть. Я засекаю. Если есть какие-то вопросы, я тут, я готова на них ответить. А у вас есть 3 минуты, чтобы подумать самостоятельно. Берете тему и думайте, как подать ее с иного ракурса, именно с помощью историй. У вас есть уникальная возможность сделать свои уроки интереснее прямо сейчас. А вот в дошкольном возрасте это тоже работает? Или просто рассказать одну интересную историю или сказку пойдет? Например, на своем персоциальном. Смотрите на уровень их, как сказать, восприятия. Можно рассказать сложную историю, и они не поймут. А можно очень простую, и они вовлекутся. Сейчас с вами на примерах ваших посмотрим. Может, им только сказку рассказать? Можно про маму рассказать, а можно, что сказочный персонаж какой-то появился, или вы слышали когда-то, или вот он к нам пришел. То есть это чаще используют воспитатели на самом деле. У вас еще буквально минутка. Попробуйте докрутить вашу тему. Хәлләрегез ничек? Яхшы. Кәйфләрегез ничек? Яхшы. Менә минем кулымда конверт күрәсез, әйме? Сез нәрсә дип уйлыйсыз? Бу минем кулымда нәрсә? Менә бу нәрсә дип уйлыйсыз? Конверт. Конверт эчендә нәрсә дип уйлыйсыз? Хат. Акча дип уйлыйсыз, әйме? Хат дип уйлыйсыз. Ярар. Беләсегез киләме аның эчендә нәрсә бар? Аның эчен бик серле бер сүз әйтергә кирәк. Biz sizin bilan 2-nchi sinf o'quvchilari, aydag'iz men bu konvertni ochib ko'rayim hali. Hammadan bik motor shunday xat kelib chiqdi. Qarag'iz hali. Bu xatni kim yozdi ekan menga? Qishbobay. Qishbobayga yiroq hali yo'q. Ko'rasizmi, sarg'ayib bitgan u yilda baroning masalan 1989-yil degan kimdan deb o'ylaysiz bu xatni o'quvchilar? Bobaydan, Abidan. Ayya. Əmidən bulurğa mümkün, babaydan, əbidən, lakin əmidən də tügül, babaydan da tügül, ütkəndən də tügül. Bu biləsizmi? Bu bik zor kişidən oquşlar. Mənə həzir mənim mənə bu rəsimini qarağız əli, siz bunda Şəvqət Qəliyevni görəsiniz. Oquşlar, mənə bu kimdi oynayısınız? Abay, əyə, bunu indi abay deyib oynayısınız, qarağız matu kostyum, kiyən, galstuk, takqan. Oqutuşu abay deyib oynayısınız. Biləsizmi? Mənə bu xat, mənə bu abay. Mənə bu abay
Қайда эшләде икән? Каян ул миңа хат җибәрде икән? Нинди хат икән бу? Сез ничек уйлыйсыз? Әйе, бу Шәүкәт Галиевка мин хат язганын беләсезме кайчан укучылар? Менә бу газетаны күрәсезме? Менә бу Яшь Ленинче газетасы. Менә без сез аны хәзер Сабантуй журналы итеп укыйсыз, әйбет. Ә ул вакытта ул безнең Яшь Ленинче газетасы иде. Һәм менә бу газетада күп кенә конкурслар җибәрәләр иде. Мин дә сезнең кебек 2-3 сыйныфта укыганда, менә шул газетадан бер белдерү укыдым. Анда болай диелгән иде: "Син укучы бик әйбәт итеп әкиятләр яза беләсеңме? Язасың. Һәм үзеңнең яраткан әкиятеңне, язган әкиятеңне миңа язып җибәр. Әгәр синең әкиятең кызыклы булса, мин аны бу газетада бастырып чыгарам" дигән белдерүне укыдым да, мин тиз генә әкиятләрне язып, редакциягә җибәрдем. Һәм күпмедер вакыттан соң миңа менә бу абыебыз миңа хат язып җибәрде. Һәм ул үзенең миңа киңәшләрен биреп: "Сеңелем, син бик матур яза башлагансың. Әз генә каләмеңне шомартырга кирәк һәм алга таба язуыңны дәвам ит. Киләчәктә без синең бәлки сүзен оныттым инде, бәлки булган, бәлки булмаган, синең әкиятләреңне көтеп калабыз" дип. Әйтегез әле укучылар, biz бүгенге дәрестә кем турында, нәрсә турында сөйләшәбез? Хат турында. Хат турында сөйләшәбез, ярар. Шәүкәт Галиев. Сез Шәүкәт Галиевны беләсезме? Белмисез. Менә шулай итеп дәрескә кереп китәсез. Реаль үземнең тормыштан алынган история. Минем анда историяләр күп, шулай ук можно Муса Җәлилне алабыз һәм мин Муса Җәлил хат язмадым, мин Муса Җәлилне менә күрәсезме укучылар сезнең? Сезгә мин кечкенә дуслар дигән Муса Җәлилнең китабын күрсәтәм. Бу китап миңа бик кадерле китап. Бу китапны мин сезнең кебек яшьтә, беләсезме кайдан алдым? Кайдан алдым? Юк, тагын каян алдым? Бүләк иттеләр, юк. Конкурста бирделәр, юк. Тагын нинди ниләрегез бар? Җавапларыгыз бар. Подождите секунду, вы скажите, что происходит. Сейчас закончится разговор. Синхронный перевод обещали. Сейчас. Әй, беләсезме? Белмисез. Ул вакытта без посылка алдырала идек. Почтага бара идек тә, почтадан без заказ бирә идек китапка. Һәм мин үзем почтага барып, Муса Җәлилнең китапларына заказ җибәрдем. Һәм миңа почта аша китаплар кайтылар. Алар иделәр безнең өйдә берничә китап. Менә шуларның берсе минем яраткан шагыйрем Муса Җәлил китабы. Без сезнең белән бүген дәрестә укучылар нәрсә хәлтен турында сөйләшәбез. Когда у вас примерно про что? Первая история связана с письмом. То, что я сама получила, когда я училась в 3 классе, я отправила свою сказку в редакцию. Да, вот, и мне Шәүкәт Галиев, это писатель, вот сегодняшняя наша тема урока, это Шәүкәт Галиев, детский писатель. То есть я показала его письмо, показала газету. Тогда она называлась Яшь Ленинче, она сейчас называется Сабантуй, то есть я сравнила, информацию дала. И мы, как сказать правильно, они вышли на тему, о ком мы сегодня на уроке будем. То есть я рассказала свою историю, как я первый раз познакомилась, например, с писателем, с автором. Вторая история, то, что учебник Муса Җәлил, автор, как я... То есть тема Муса Җәлил принесла, показала книжку. Это моя личная книжка, которую я выписывала через почту. Тогда мы вот так делали не в магазинах, покупали через посылку. То есть и у меня эта книжка. И я рассказала историю этой книжки, как я это купила, и кто это написал, о чем там, и вот так. Супер. Вам, как сказать, трудно было придумать? Вот тут много времени заняло, чтобы придумать? Нет. Она же не придумала, она же правдивая. Ну, как сказать, много времени нужно подготовку, много нужно материалов. Всего ничего, только ваш опыт, правильно поданный детям. Потому что, если бы я была ребенком, у меня бы рот вот так вот, уши, глаза вот так вот. Если моя учительница получила письмо от детского писателя, это же вообще круто.
или вот ее книжка, не абы какая книжка из магазина прошлого года выпуска, какая-то такая вот винтажная. Это все тоже приятно, интересно. Спасибо большое за пример, очень классная история, две даже. Допустим, Гоголь, и когда урок начинается, я детям говорю, что во время урока будьте осторожны, когда биография Гоголя. И они сразу заинтригованы и спрашивают, почему нужно быть осторожным. Я говорю, у меня с Гоголем непростые отношения. Вот, и все. Они все погружены, я не знаю, возможно, это и будет считаться сторителлингом, а дальше, естественно, вопрос, почему Гоголь так пугает и почему у меня с ним сложные отношения. Я рассказываю историю, ну, вам говорю, что это реальность, это, ну, действительно так было. Я училась в 10-11 классе, у нас было 23 девочки, 1 мальчик. А Гоголь девочек редко когда заходит. Вот. И когда у нас была тема Гоголя, мы пришли на урок, учительница нас спрашивает Гоголя, а мы никто не прочитал. Она говорит, что с вами не так, и я встаю и говорю, мы не любим вашего Гоголя. В этот момент открывается дверь и падает портрет Гоголя. Это, ну, абсолютно серьезно, это так и было. Вот. И на следующий урок мы все прочитали Гоголя. Но в своем кабинете портрет Гоголя я принципиально не вешаю. Вот, и все, дети сразу, а почему так? Я говорю, и вот каждый раз, когда я Гоголя рассказываю на уроке, то проектор не работает, то сигнализация пожарная включается. Вот даже это намеренно сделать. Да, и все Гоголя запоминают хорошо, хотя вот это действительно моя нелюбимая тема с времен, когда я училась в школе. Да, но вы теперь с ней аккуратны, потому что, не дай бог, сейчас же не портреты, сейчас же телевизор, так это и грохнется. Удивительная история, и сразу думаешь, а что он там такое написал? А где там? И сразу они начинают еще вспоминать то, что они где-то слышали, что он что-то сжег, что он где-то там живым был захоронен, что где-то в кинотеатре недавно Гоголь шел. И они начинают мне сами рассказывать, что они о Гоголе знают, что они слышали. Вот. Ну а потом уже я их в систему Самое главное — увлечь. Да. Объясните, чем это может быть потрясающе. Мне очень понравилась ваша история. Какие еще есть варианты? Что вы еще придумали? Смотрите, тут вариант, когда удачно ложится история. А есть варианты, где прям не ложится. Вот вы сидели все это время, думали, и не ложится. У кого такое? Кто вот вертит свою тему, крутит в голове? Да никак. Ну, у меня, в принципе, есть идеи, но додумать я ее не смогу. Давайте вместе додумаем, расскажите. Вот я как учитель татарского языка в русскоязычных группах, есть такие структуры, которые очень не совпадают. Всегда же идет сравнение с родным языком. Есть такие грамматические структуры, которые очень сильно отличаются от родного языка и, соответственно, ну, никак не могут употребить в речи, как бы мы ни старались. Вот, например, выражение желания. Чтобы сказать «хочу», я бы, например, сказала им, может ли вообще человек жить без этого желания? Не говорить «хочу», например. Придумать какую-то историю. Жил-был человек, он много что хотел, а сказать, выразить свое желание он никак не мог. То есть вот, чтобы такое придумать, чтобы получилось интересно, и в конце концов прийти к тому, что без выражения желания не получится никак. А как вот по-татарски-то это сказать? Да, ведь надо же помочь этому человеку, который много что хочет, а сказать не может. Я вот не знаю эту форму, мне даже стало интересно. Коллеги, вы такие творческие, давайте вместе подумаем. Вот есть желание, выражение желания. Как бы вы это оформили? Давайте все коллективным разумом это все давайте думать. А как это звучит? Минам ашисам киля, когда минам это мое, а не я. Ашисам это вообще непонятная форма глагола. А киля, если взять в словаре, то там перевод хочу вообще не найдется. Перевод да, приходи, киль, приходи. Желание пришло. Нет, вот хочу, там нет такого перевода. То есть хочу только вот в этой конструкции. То есть конструкция еще вообще непонятная для русскоязычного. Так, да, мне непонятно. Давайте подумаем, как это сделать понятно. Прямо сейчас. У нас много учителей татарского. Я правильно понимаю?
Как бы Ну, это есть уже такие структуры, как идиоматические. По-моему, это вот переводится вот так примерно. Если бы тут была возможность еще сравнивать с английским и с французским, там еще страшнее. Там ЖК, у меня есть голод, вот такое. Или I'm hungry, тоже как с русским вообще не очень подходит. То есть чем больше языков увлекается, детей можно даже сравнивать вот такое. И тогда они понимают, что с своим родным языком ничего нельзя сравнивать. Все языки, они разные, они уникальные. То есть от обратного идем. Мы теперь не сравниваем, а наоборот говорим как... Многообразие и богатство. То, что не надо пытаться разложить это вот на молекулы, пытаться там пирожок и съесть каждую молекулу отдельно. Это не будет. Нужно воспринять язык как нечто целое. Интересно. Вот А так. какая у вас метафора рисуется, когда вот вам рассказывают это? Вот. Но эта форма не только касается насчет еды. Киля это юхлыштен киля, барасан киля, это желание. Киля. Просто слова имеют несколько значений. Амоформы есть, амограммы есть. То есть разные формы есть. Просто объяснить надо детям. Да, мы этим и занимаемся сейчас. Наизусть. Вот есть вещи, которые заучиваются просто наизусть. Их бессмысленно раскладывать. Вы думаете, что это лучше просто запомнить? Тем более, если даже сказать вот это киля, этим и интересовать киля. Вы знаете, ребята, что киля есть такой мысль, что идет, а есть другое слово киля. Да, ну это как, допустим, кисть. Да. Что такое кисть? Вот она, вот кисть, а вот кисть, а вот виноградная. Вот есть слово киля, вот вы сравниваете. А как это через сторителлинг-то подать? Мы вроде поняли, как работает. Как это через истории? Как бы это так выглядит? Потому что вот как вас зовут? Меня зовут Гульнур. Вы когда рассказывали, мне так стало интересно, что есть такой язык, есть такой язык, есть такой. И как это все по-разному в каждом языке, все зависит там от этимологии, от происхождения. Это все очень здорово. Как бы это все в историю-то завернуть? Только образ, например, все ингредиенты салата можно съесть отдельно, а можно сделать салат и съесть все вместе. Так, подходит вам ложиться, коллеги? Нет, ложится. Кому что ложится? Рассказывайте, делитесь. Два героя, если я правильно поняла, о чем речь, два героя-близнеца, и зовут одинаково, но один все время что-то хочет, а второй все время куда-то приходит. Интересно. И вот сегодня говорим о том, который чего-то всегда хочет. Как вот хочуха, не хочуха, есть же мультик у нас? Вот. Причем один с чемоданом, который называется глагол. Да? Хорошо. Сакиля, Паша Сакиля, я Сакиля. С чемоданчиком, который хочет, а который без чемоданчика, он сам ходит своими ногами. Он там, не Такое. знаю, на коньках или еще он начал с палками этими женскими, как они называются. Он все время ходит куда-то. Хорошо, вы же можете его показать, что во мне живут два человека. Один все время что-то хочет, а другой, что он делает, куда-то идет. В каждом из нас живут эти два человека, верно же? Верно. Вот так. Коллеги, которые ведут татарский язык, вам ложится? Интересный подход получился. Хорошо. Фу, друзья, мы с вами очень классно практиковались. Мы научились создавать классный контент. Про картины, которые падают со стен. Это все крепкие ассоциации. Почему? Потому что знать, как свои 5 пальцев. Я даже детям маленьким рисую руку, попрошу их обвести свою ладошку и писать все эти правила. Если вы хотите пошалить, обведите свою руку. У вас там в тетрадке, я думаю, есть место. Обведите и давайте запишем эти правила. 5 правил, как создать крепкую ассоциацию. Крепкую, крутую, чтобы она хорошо села на ваш опыт. Первая ассоциация должна быть абсурдной. Абсурдной и нелогичной. Потому что все, что логично, оно мимо нас проходит. Мы видим каждый день десятки, сотни людей, но особо их не замечаем. Как-то я шла на работу и увидела женщину, у которой тюрбан такой на голове из полотенца. Получается, она помыла голову и, видимо, забыла его снять. Из сотен женщин, которые я встретила в этот день, я запомнила одну, ее. Розовое махровое полотенце, а это было летом. Я до сих пор ее помню. Все нелогичное, абсурдное очень хорошо и крепко нам запоминается.
должна быть ассоциация смешной. Ну, не только смешной, просто вызывать эмоции. Чем они ярче, даже вот смотря на наши истории, чем ярче эмоциональнее наша история, если есть в ней какой-то абсурд, то она очень крепко нам ложится. Это ведь так? Хорошо. Первое, что приходит в голову. Долго не думайте. Когда абсурд и смех соединяются, получается ерунда, и мы обычно гоним их от себя. Мы думаем: о, мы взрослые, это слишком несерьезно для нас, давайте оставим это. Нет, оставьте первое, что приходит в голову. Потом мы задействуем все органы чувств. Какие вы знаете органы чувств? 5 их. Слух, зрение, обоняние, осязание. Последнее? Вкус. Ну, может быть, у кого-то есть еще 6-е чувство, его тоже задействуйте. И последнее, ассоциация должна быть обо мне. Но не обо мне, а о вас. О каждом из вас. Потому что вы самый интересный, самый важный человек в вашей жизни. И вот правильно молодой человек сказал, что история о вас будет интереснее, чем история о каком-то дяде Пете, которого там видели вы когда-то. Как этим пользоваться? Давайте начнем с малого. Нам нужно соединить ассоциациями 2 слова. Например, что возьмем? Например, у нас есть маркер, и у нас есть медведь Тедди. Надо соединить их с помощью ассоциаций, чтобы запомнить. Что бы нам сделать такое? Можно представить, что мой маркер перестал писать, и тут вы слышите, в дверь заходит большой медведь плюшевый и заносит мне пачку маркеров и говорит: здравствуйте, вот вам маркеры, я пошел. И вот так вот в развалочку мимо вас проходит. Вопрос: нужно ли это? Такое бывает в жизни. Но плюшевые медведи приносят вам маркеры? А жаль. Хорошо. Смешно ли это? Я вот видела, кто-то чуть-чуть улыбнулся. Все-таки да, если бы это реально произошло, если бы мы это с вами представили, то так. Это первое, что пришло мне в голову, я, видите, долго тут не мучилась. Мы использовали все органы чувств. Мы услышали, как он стучит. Мы почувствовали, как он вошел. Мы его унюхали, увидели. Очень важно представлять. 60% у нас именно на зрение приходится. И это о нас. Медведь пришел не туда куда-то, не кому-то маркеры принес, а вот нам. То же самое с историями. Когда мы обрисовываем так, что люди прям представляют картинку, это очень хорошо запоминается. Давайте потренируемся. Например, у нас мышка есть и сережка. Как бы нам соединить это с помощью ассоциаций? Мышка, сережка. Что бы такое с ними сделать? Как бы соединить? Сережка потерялась, а мышка любая. пришла. Так, ваша. Давайте раскрутим немножечко. Вот ваша сережка потерялась, и в какой-то момент приходит мышка и вам ее приносит. Или, например, вы сидите дома и слышите. Вы думаете: так, это кто? Вы поворачиваете и видите мышку в ваших сережках за 3000 и говорите: куда ты с моими сережками? И за ней. Вот вам и соединилось это все в ассоциацию. Было просто 2 слова, появилась история. А потом эту мышь продать на аукционе. Вот прагматичный предпринимательский подход. Продать и купить сережки подороже. Все правильно. Теперь тренируемся сами. Берем пары слов и пытаемся их соединить. Вот кота со стеклом. Давайте вместе рассуждать. Как бы соединить кота и стекло? Кот застрял В стекле? в аквариуме. Представь, отлично. Или, может быть, кот с аквалангом плавает среди рыб в аквариуме. Тоже такое не может быть. Это очень хорошо. Так, слон и канцелярская кнопка. Сел. Смотрите, вам вместо лектора, вместо меня поставили какую-то слониху. И вы думаете: не хотим, чтобы слониха нам вела занятие. Положили ей кнопку на стул. Я тут и стою всю лекцию. Я вас знаю. Вот. И он сел, и подпрыгнул, и все. И убежал. Так, хорошо. Лев и деньги. Как бы вы это сделали? Ну, лев сидит на пеньке и
Так, это далеко от абсурда. Давайте что-то более абсурдное. Может быть, лев принес нам прямо сюда и раздал премию за хорошее поведение. Зеленый лев, он из доллара. Весь. Да, он в клее, в общем, и потом лег на купюры кто-то, и пропеллер включил, и все, и возле пилота. Обалдеть. Очень он увеличил свою стоимость. Как повысить себе ценность? Можно просто обклеиться деньгами. Хорошо, матрешка и карандаш. Что бы вы придумали? Матрешка. Решила научиться рисовать. Так, но ручки коротенькие, вы себе представляете это действие? Вот. Это как тираннозавр бы учился рисовать. Тоже очень грустно. Ладно. Трамвай, макароны. Вагончики. Это вы видели когда-нибудь макароны, алфавит? Вот макароны, всякие вагончики. А можно, знаете, в час пик вот это осторожно, двери открываются, и оттуда вместо людей вот эти макароны на вас. Да, таким вот образом. Мы немножечко расшатали вашу фантазию для того, чтобы научиться очень ценному методу. Запишите, пожалуйста, как работает метод истории. Как научить детей стать творцами истории. Корова подошла к часам, чтобы посмотреть, успеет ли она закончить садовые работы, чтобы унести книги в лесную библиотеку, потом попить чаю, накрасить свои красивые глаза и пойти на сердечное свидание с медвежонком. В общем-то, были не связанные картинки, а получилась целая love story. Таким образом, можно сочинять истории, основываясь на любых словах. Посмотрите еще раз на эти картинки. Попробуйте прокрутить еще раз эту историю. Корова подошла к часам, садовые работы, книжки в лесную библиотеку, чай, глаза накрасить, птичка и медвежонок. Сможете ли вы назвать мне слова по порядку? Давайте медленно попробуем их назвать. Какая была первая картинка? Корова. Ладно, вторая. Угу. Садовые приборы, ладно. Книги. Деревья. Чай. Глаза, сердце, книжка. Вообще метод истории нужен для того, чтобы запоминать слова по порядку. Я вам говорила запоминать слова? Вроде не было такого, но вы их запомнили. В этом и прелесть. Так работает метод истории. Давайте потренируемся. Я вам предлагаю мне сказать какие-нибудь слова существительные. Мы попробуем их запомнить методом истории. Давайте. Какие первые вам приходят в голову? Давайте лампочка. Существительные мне предлагайте. Улица. Вот мне не хватает медведя Тедди, который бы мне дал маркер, который пишет. Давайте вы будете записывать, а я вам буду доверять. Лампочка, улица. Яблоко. Яблоко, давайте. Яблоко. Микрофон. Микрофон. Автобус. Автобус. Папа. Папа вот внезапно. Небо. Небо. Подземный переход. Ассоциация домой. Давайте шарф. Учитель обязательно. И давайте последнее слово восторг. Давайте еще раз возобновим нашу историю с самого начала. Мы вышли на улицу. Лампочки перегорели. Все перегорели лампочки. И что дальше? Я наступила на яблоко, а в нем оказался микрофон. Я, испугавшись прослушки, запрыгнула в первый попавшийся автобус и увидела там кого? Ага, привет. Что он мне сказал? А что там? Чей? Так, и что я испытал? Какой красивый. Так, закройте ваши тетрадки ненадолго. Попробуем слова вспомнить. Медленно. Лампочка. Улица, яблоко, микрофон, автобус, папа, небо, шар, учитель, восторг. У меня восторг от того, как вы быстро это запомнили. Потрясающе. То есть, таким образом,
можно запомнить вообще все, что угодно. Это могут быть какие-то коротенькие слова, а могут быть, вот молодой человек говорил про какие-то несвязанные вещи, казалось бы, которые можно связать с помощью абсурда. Почему бы и нет? Как мы связали вот в татарском языке то, что происходит, это же тоже можно как-то с помощью истории. Это метод истории, это проза. Но мы с вами пойдем на шаг дальше. Метод рифмизации. Что еще используют учителя, чтобы сделать жизнь учеников проще? Конечно же, местризм. Расскажите мне, что это за стихи такие? Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Кто знает? Подержи. Подержи. По первым буквам. А пифагоровые штаны во все стороны равны. Кто? Какие штаны? Это зачем? Геометрия. А бисектриса это крыса? Тоже. Это тоже геометрия. Интересно. А зачем это? Что это? Почему это? Запоминать правила. Превращаем их в стишок. Получается, так хотелось какую-то рифму, ну ладно. Получается стишок. Давайте попробуем что-нибудь зарифмовать с вами. Что сложно дается? Что сложно дается, что можно зарифмовать? Какое правило? Кто сразу вспомнил какое-то правило? Так, и на русском, но детей же русские. А можно погромче, чтобы все услышали? Кегли, по потолку бегали, переход к КД. Круто. Кегели, по потолку бегали. Переход из КМГ. Круто. Да, я помню еще в русском вот эти вот спряжения. Гнать, дышать, держать, обидеть, слышать, видеть, не завидеть, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, а еще смотреть, вертеть. Много лет прошло со школы, я все еще помню этот стишок. То есть вы понимаете, если что-то трудно дается, можно это все зарифмовать. Последние два метода, даже три, то, что я вам дала, это не просто прикольные методы, это все часть мнемотехники. Кто-нибудь слышал, что такое мнемотехника? Что такое мнемотехника? Расскажите. Ну, это приемы, которые позволяют принимать информацию стандартными способами, что-то. Да. Эффективные способы запоминания. Мнемотехника. То есть мы используем их не... Вот я знаю стишок на это, я его дам, а на это я не знаю стишок. Зубрите, пожалуйста, как-нибудь сами. Мнемотехника – это когда я вижу что-то сложное, я его упрощаю, потому что я знаю, как это делается. Мы не зубрим словарные слова, а мы сочиняем историю, как мы с вами это делали. То есть это могут быть не какие-то существительные из головы, могут быть словарные слова. Недавно читала доклад, точнее, WorldSkills про навыки будущего. Какие навыки пригодятся в 21 веке? В 21 веке. Посмотрите. Концентрация и управление вниманием, экологическое мышление, эмоциональная грамотность, кросс-культурность, цифровая грамотность, способность к обучению и самообучению, творчество и креативность. И я вам сейчас поясню, почему именно эти навыки нужны, а не какие-то другие. Как выглядела старая модель образования? Есть жесткие навыки, есть мягкие навыки. Кто знает, чем отличается hard skills от soft skills? Слышали когда-нибудь про такое? Hard skills – это такие предметные навыки. Умение читать, работать на компьютере, пользоваться там фрезерным станком, не знаю, работать в Excel. Это все hard skills. Им можно обучиться достаточно быстро. А soft skills – это такие незримые навыки, как коммуникабельность, лидерские способности, креативность, творчество, ораторское мастерство. Это все очень ценно и трудноизмеримо. И если научиться работать в Excel можно быстро, то стать лидером – это целый путь. И если у нас было много hard skills, нужно знать правила, нужно уметь решать уравнения через дискриминант, это все нужно. И было не так много soft skills, то в современной модели образования все выглядит немного иначе. Ядро у нас – это экзистенциальные навыки,
То есть и способность ставить цели и их достигать, и сила воли, и осознанность, саморефлексия, это способность к саморазвитию. Потом кросс-контекстные навыки, вот наши soft skills, креативность, творчество и так далее. И вот их обрамляют контекстные, которым легко научиться, ну как, относительно легко научиться, hard skills. Поэтому нам важно давать детям не рыбу, а что получается? Удочку. Вы абсолютно правы. И мы можем научить их этому, рассказывая истории свои, развивая их воображение, научая их быть создателями историй, придумывать что-то свое. То есть можно предлагать им, а какую бы вы историю сочинили к вот этой теме, а как вы видите вот это, а как бы вы зарифмовали вот это правило. То есть немножечко раздвигать их границы, чтобы они сами были творцами. Если бы вы там были учителем, как бы вы подали эту тему и так далее. Или придумайте сказку, придумайте сценку, придумайте песенку, нарисуйте в картинках митоз и мейоз. То есть это все можно сделать так, чтобы дети были творцами. Потому что в будущем все очень быстро меняется, и уже нужно быть адаптивным, а не человеком, который хорошо умеет делать одно дело. Я думаю, вы со мной согласитесь. И вот эту креативность можно развивать и с помощью ваших историй, и когда дети сочиняют истории, и с помощью мнемотехники, и с помощью скорочтения. Помимо метода истории, помимо метода рифмизации, еще много других интересных методов, которым можно обучиться, и научить этому детей, и чтобы они с дошкольного возраста уже были и креативными, и у них были более ускоренные мыслительные процессы, и они были более творческими, чтобы в будущем им было намного проще, интереснее, и им было проще адаптироваться.